В 2007 году, 10 лет назад, подписали соглашение, что вот Казахстан создает Кыргызско-казахский фонд, и эти 100 миллионов даст нам на инвестиции. Я в 2014 году сказал: Нурсан Абич, ну уже смешно, говорю, давайте мы, видимо, денег вы никогда не дадите. Говорю, давайте нам туда как-то сделаем красиво, там, оборудованием, там, железками, мелесками, которые вам не нужны. Вот как раз мы Евразес вступаем, Россия нам чуть ли миллиард помощи дает. И мы договорились, что вот они дадут тем, что им не надо. Это техническая помощь называется. Это было в 2014 году. Вот они 3 года ждали, чтобы мы с проблемами пришли в вступление в Евразийский союз. Честно говоря, нам эта помощь не нужна. Я в декабре прошлого года в Петербурге сказал: Нурсан Абич, нам ваша такая помощь абсолютно не нужна. Можно поднять стенограмму декабрьского заседания в Петербурге. То есть они упрекают этой помощью, которую 10 лет назад обещали, которая до нас и не дошла, и надо, конечно, отказаться от такой помощи. Эти железки мы купим намного дешевле. И для этого я, как президент, и не будучи даже президентом, надо будет сам деньги найду. Но если ты кому-то помогаешь, слушай, ты неоказанной помощью уже попрекаешь. Или по тарифам. Вот мы из-за тарифов то что-то потеряли. Да вы не потеряли, вы просто нажились меньше. Их можно было сразу отменить. Наши здесь некоторые царическое правительство было прохлопали, но ошибка была такая. Но Казахстан ничего не потерял. Просто власти Казахстана на этом, железная дорога, на этом меньше заработала. А если мы вспомним, как за 300 сомов Джируй ушел казахская компания, как за копейки Бозымчак ушел, Казахмысу и так далее, я не знаю, кто кому должен.